В руках мастера даже металл становится покорным и смиренно принимает форму миниатюрной ингушской башни и даже крошечных листочков дерева, растущего возле нее. Мастер с 30-летним стажем Адам Галаев кропотливо создает макет башенного комплекса в горах Ингушетии из любимого материала. Идея зародилась просто. Каждый художник Ингушетии обязательно изображает в своих работах национальные башни. Почему бы не попробовать изготовить их из металла? Это уже 4-я его подобная крупная работа. Территория комплекса в миниатюре обнесена крепостной стеной. Здесь есть боевая, полубоевая и жилые башни, хозпостройки, а также ландшафтная инфраструктура из камня, созданная руками человека. Художника по призванию очень вдохновляет мастерство древних строителей, которые сумели научиться возводить такие удивительные сооружения в горах. В таких неимоверных условиях поставить такое количество камня, поставить его так филигранно, что он выдержал не 1/10 землетрясений и иных физических воздействий. И стоят по сей день. Ковка, чеканка, слесарные работы, гравировка, сварка и покраска. Столько процессов задействованы в создании этого макета башенного комплекса в миниатюре. Адам Хаджимуратович часто черпает идеи для своего творчества в поездках в горы. Признается, если бы ему предложили приложить свою руку художника к строительству настоящей ингушской башни, он бы, не раздумывая, согласился. В том, как возводили свое жилище его предки, мастера восхищает все до мелочей, начиная с подготовки места под строительство башни. Освобождая скальную породу от осыпей, доходили до этой скалы. В этой скале уже выравнивали, получали горизонт, пропитывали это все молоком. И на этом начинали строить. Первые камни укладывались уже на практически подушку из протеина. Так говорят предания. А это готовый макет башенного комплекса, 3-й по счету. Он уже завершен полностью, покрашен и ждет своего часа. А точнее выставки, где его сможет увидеть потенциальный новый владелец. В среднем на изготовление такого макета у мастера уходит 1,5 года. Предыдущие работы уже нашли своих ценителей. Первая выставка, первый вынос, эту работу купил Юнусбек Евкуров, тогда глава республики. Вторую работу люди подарили Рамзану Кадырову. 3-я работа у меня в наличии готовая. Это почти завершенная 4-я. Это за сколько получается лет? Больше 10 точно. Кроме железа, Адам Галаев работает с разными материалами – с деревом, камнем, костью и многим другим. Он самоучка. Отец был мастеровым на все руки, и дома всегда присутствовал инструмент. Начинал свою деятельность Адам Хаджимуратович как кузнец с бытовых изделий. Ковал ворота, ограждения и прочее. Занимается этим и сейчас. Это его хлеб. А любимые башни из металла – это для души. А еще мастер давно вынашивал идею провести фестиваль оружия, посвященный кавказскому кинжалу. И это талантливым ремесленникам удалось реализовать в Ингушетии не так давно. Теперь Адам Хаджимуратович мечтает создавать авторское оружие и сделать еще не один макет башенных комплексов. Ингушская башня – это символ стойкости и мудрости ингушского народа. Как не единожды отмечал глава республики Махмуд Али Калиматов, по указу которого в 2021 году был введен День Ингушской башни, каждая башня – это не просто камень, это живая история, дух предков, их труд, воплощенный в уникальной культуре, зародившейся среди горных вершин. Это как посыл из прошлого. В Ингушетии руки мужчин способны создавать то, что будет жить веками, сохраняя традиции, культуру и нравы народа. Анастасия Шишина, Султан Булгучев, Магаз 24.